В Юго-Осетинском государственном университете совместно с представительством Россотрудничества в Южной Осетии, Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, Русским центром фонда «Русский мир Югу» состоялась научно-практическая конференция, посвященная Году русского языка в СНГ, Году педагога и наставника в России и 1160-летию создания кириллицы. Также состоялась презентация очередного номера журнала «Русское слово» в Южной Осетии, выпущенного к десятилетию со дня выпуска первого номера. С приветственным словом к участникам конференции обратился ректор ЮГУ Вадим Тедеев. Всем спасибо. Я думаю, что мы на правильном пути и сделаем все возможное, чтобы и дальше популяризировать великий русский язык, русское слово, русскую литературу и русскую культуру. О важности и необходимости научно-практических конференций по обозначенным важным вопросам рассказала модератор мероприятия, проректор ЮГУ, президент Апряла Заира Тедеева. Сегодня мы чествуем несколько дат. Первая, очень важная дата, это 1160 лет возникновения славянской азбуки. И мы отдаем дань памяти создателей славянского письма, братьев из греческого города Салоники, сотворивших подвиг на века, Кириллу и Мефодию. Для славян азбука кириллица стала ключом к новой книжной культуре. И на многие годы вперед стала духовной скрепой пространства русского мира. Она духовная основа создания межкультурного диалога русского и осетинского народа. Ведь на основе кириллицы построен алфавит осетинского языка. Сегодня кириллица – официальный алфавит осетин. С высоты своего возраста славянская азбука стала молитвой чудной и обращается к нам, людям 21-го столетия, призывая нас к межнациональному согласию и взаимопониманию. Еще раз вслушаемся в эту молитву. Я, вселенская речь, знаю суть слова, говорю людям твердо, добро мыслить, призыв. Есть наша значимость, очень дух гармоничен, земля, она душа и покоя предел. Слияние – прекрасная цель. Праздники славянской письменности и культуры зародились в Юго-Осетинском государственном университете много лет назад, еще в 1996 году, и они стали доброй традицией университета. Наша Национальная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, созданная в 2011 году, подхватила и продолжила эту замечательную традицию. Чрезвычайный и полномочный посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов подчеркнул важность проведения таких конференций и мероприятий в ЮГУ. Я хочу вас всех поблагодарить за ту большую благотворную работу, которую вы проводите, дает сердце, душу. Большое вам спасибо. Без вашего самостоятельного труда, конечно, невозможно продвижение русского языка. Глава Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скворцов выразил благодарность руководству вуза, организаторам мероприятия за высокий уровень проведения мероприятий. Спасибо большое за то внимание и уважение к славянской письменности, а к славянской культуре тут вообще отдельный, наверное, разговор, потому что я думаю, что слово славянская культура, выражение славянская культура, оно даже неприемлемо для Южной Осетии, потому что здесь это свое родное органичное, да, и вот на протяжении 5 лет я вижу, как и маленькие дети участвуют, да, и как взрослые, вот мне даже иногда бывает поразительно, что взрослые люди, они вот принимают участие в всевозможных конкурсах таких, хотя, казалось бы, там надо дома что-то делать, еще что-то, там какие-то дела, вот, а взрослые люди участвуют вот в этих конкурсах, да, активно участвуют. Поэтому спасибо большое всей Южной Осетии и, в частности, всем присутствующим здесь
за такую любовь, такое уважение, такое понимание славянской письменности и культуры. На обсуждение участников научно-практической конференции были вынесены доклады по активным процессам в современном русском языке, культуре речи как факторе социального поведения, билингвизм, языковое поведение в двуязычном мире, роли и месте перевода на уроках русского языка в национальной школе, современному публицистическому языку в аспекте культуры речи из наблюдений над языком российской и югостинской периодической печати и возникновению книжной культуры на Руси. Доклады вызвали живую дискуссию и обсуждение и были рекомендованы к изданию. В ходе конференции были награждены победители диктанта Победы и диктанта Года русского языка в СНГ. В Южной Осетии русский язык – мощный фактор формирования личности, становления мировоззрения личности и выработки стереотипа общественного поведения и речевого поведения. Культура речи – это умение пользоваться всеми возможностями того языка, на котором говорит и пишет человек. И таких возможностей у русского национального языка немало. Эти возможности используют лишь при условии хорошего знания языковых законов и организации как устной, так и письменной речи. В нашей республике билингвизм – это естественное явление, продиктованное многовековой историей. И хочу сказать, что билингвизм делится по разным параметрам на типы. И один из параметров – это момент добавления второго языка. По нему билингвы могут быть естественными или искусственными. Естественный билингв – это человек, который развился на одном языке, и в какой-то момент в его жизни появился второй язык. Он приобретенный, в отличие от естественного. Меня, например, удивили данные о том, что ребенок, в принципе, билингв, он может изучить оба языка к 5-летнему возрасту. Вот без формального изучения, безусловно. С 5-летнего возраста до 11 лет он развивает этот язык. А вот после 11 лет, даже если он попадает в языковую среду, он уже не может изучить, практически не может изучить в идеале второй язык. Это удивительное явление. И считается, что до 8 лет только идет формирование вот этого билингвизма или полилингвизма. Но в любом случае это ранний возраст. Есть такое понятие, как эритажный билингвизм. Речь идет о ситуации, когда структура доминирующего в социуме языка, который может с хронологической точки зрения быть вторым по отношению к индивидууму, влияет на структуру первого родного языка. То есть когда родной язык развивается не в языковой обычной среде, а по альтернативной траектории. У нас в республике уже работает билингвальная программа «Малусак» в детских садах. Если вначале она была достаточно сложной, то сегодня мы получаем очень хорошие результаты и по русскому языку, и по астинскому языку. И количество призеров Олимпиады по русскому языку, республиканской Олимпиады. Если в 2017-2018 году победителей было 7, то 2022-2023 год их уже 20. Если по астинскому языку в 2017-2018 их было 17, то в 2020-2022-2023 их было уже 29. То есть это тоже показатели того, что мы на правильном пути, нам на самом деле нужно находить вот этот союз двух языков, и мы его нашли в принципе. И в школах очень много часов по национальному компоненту, при этом мы все предметы изучаем на русском языке. Хочу начать с того, что ничего в истории и современной методике преподавания русского языка как второго, обратите внимание, второго, не вызывает столько споров, столько противоречивых оценок и противоречивых мнений, как вопрос о необходимости и возможности использования перевода в обучении билингвов русскому языку. Оценки от самых положительных до категорически отрицательных. Сложилось это мнение в 70-х годах. Вы все помните, что у нас иностранные языки учились как? Вот нас научили читать и переводить. Вот в это время сложилось отрицательное отношение к переводу. Мое мнение такое, я соглашаюсь, это не мое мнение, а с ведущими специалистами России, допустим, Костомаров, Глухов, учителя знают эти фамилии, Митрофанова Ольга Дмитриевна, Анатолий Николаевич Щукин, которые поддерживают перевод. И наоборот, как сказала Наталья Константиновна, что они плохо общаются, два полушария, но они, когда достигают наивысшего расцвета, так сказать, языка, они работают в одном направлении. Средства массовой информации, по классическому счету получившие название «Четвертой власти»,
превратились в мощную силу, регулирующую шкалу нравственных приоритетов общества. И как правильно отмечают некоторые исследователи функции масс-медиа в современном обществе, ядро этой силы – это речевая информация, медиатекст, который не просто сообщает о явлениях, судьбах, процессах, но и оказывает влияние на формирование ценностных установок в обществе. Как известно, публицистический стиль является разновидностью литературного языка, и он обслуживает сферу общественных отношений. Через него осуществляется не только информирование, передача общественно значимой информации с одновременным воздействием на читателя, зрителя и слушателя, но и распространение норм русского литературного языка среди широких слоев населения. Особенно злободневной является проблема проникновения в русский язык иноязычных слов. С 90-х годов XX века одни иноязычные слова сменяют другие. Одни из них быстро выходят из употребления, появляются другие. Такое бесконтрольное проникновение в язык самоиноязычных элементов, на наш взгляд, является еще одной формой проявления глобализации теперь уже в языке. Я, конечно, не имею в виду те моменты, когда действительно за новым иноязычным словом следует новое явление, которое нам действительно нужно, как, например, компьютерная лексика, новшества в этой в информационной сфере. Подытоживая, я хочу сказать, что характерной чертой современной российской периодической печати является наличие в медиатексте большого числа просторечных и сленговых слов и бесконтрольное использование иноязычной лексики. Для юго-остинской русскоязычной периодики характерным является вступление от различных норм литературного языка.